театр, музеи, выставки, ну, природа, то есть очень много, тем более в Беларуси у нас есть куда поехать. Сергей Михайлович, мне бы еще хотелось вам задать один вопрос такого, быть может, в чем-то философского характера. Мы говорим с вами сейчас, в принципе, на протяжении всей беседы, это словосочетание «свободное время». Но почему-то в сознании человека существует свободное время, которое непосредственно связано с каким-то удовольствием, с временем для себя, и существует, ну, соответственно, несвободное время, которое отягощает наше понимание, порой даже собственной жизни, каким-то обязательством. Вот как нам относиться к собственной жизни так, чтобы и вот это, если можно так выразиться, несвободное время тоже нам приносило удовольствие? Ну, несвободное время, оно... Можно говорить о том, что время для разнообразия, для других дел у нас есть не только раз в год, когда там большой отпуск, не только суббота-воскресенье, вообще-то ежедневно. Олег Митяев хорошо спел все время, что лето – это маленькая жизнь. А я бы даже добавил, что каждый день наш – это тоже маленькая жизнь. И в каждый день есть время для того, чтобы отдохнуть, отвлечься от других дел. Ну, в общем, здесь речь идет о том, большая самая проблема, которая мешает нам, ну, многим людям сосредоточиться на отдыхе, это неумение концентрироваться на работе. То есть обязательно после определенного процесса рабочего должен быть обязательно перерыв. Сергей Михайлович, я думаю, что в завершении нашей беседы мне бы хотелось, чтобы вы дали нашим телезрителям небольшой совет. Как научиться ценить собственное время и тем самым ценить каждую минуту собственной жизни? Да, заблуждением является то, что мы будем жить когда-то или воспоминания о том, как было раньше хорошо. Жить надо сейчас, в данный момент, в данную минуту, и делать все для того, чтобы наше время, наш невосполнимый ресурс, очень ценный, было потрачено в соответствии с нашими жизненными целями, с нашими приоритетами. Сергей Михайлович, огромное вам спасибо. Я думаю, что наши телезрители нас сегодня услышали. Я думаю, что абсолютно все еще раз задумаются о том, что в нашей жизни ценен каждый момент. Спасибо вам большое за то, что вы пришли сегодня к нам в гости и ответили на наши вопросы. Спасибо. А мы напоминаем, что сегодня утром в гостях нашей программы был доцент Брестского государственного университета имени Пушкина, специалист по тайм-менеджменту Храмов Сергей Михайлович. А сейчас приятная информация для всех, у кого дома на подоконниках растут цветы. Оказывается, домашние растения – верные помощники в здоровой атмосфере дома. Вот только стоит знать, какие именно растения помогают очистить воздух от всевозможных вредных воздействий бытовой техники, мебели и химических средств. Итак, знакомая многим драцена очищает воздух от формальдегида, который содержится в лаках, клеях и ДСП. Если вы живете на первом этаже, запомните, что хлорофитум поглощают выхлопные газы. Фикус бенджамина притягивает пыль, а чемпион в вопросах очистки воздуха в помещениях – это плющ. Так что если дома у вас еще нет растений, вам есть над чем подумать. Осталось только выбрать. А извечную тему выбора других товаров продолжит Екатерина Гараева в нашей полезной рубрике «Штрих-код». Салонная укладка. Вряд ли найдется девушка, которая отказалась бы от возможности каждое утро завивать или выпрямлять волосы у профессионалов. При этом вряд ли многие поступают подобным образом, ведь это вполне ощутимый удар по бюджету. Поэтому большинство из нас укорочают свои волосы самостоятельно, вооружившись феном и щеткой, но, увы, не всегда получают желаемый результат. Оказывается, создавать игривые завитки, выпрямлять волосы или сотворить оригинальную прическу можно и в домашних условиях с помощью фена-щетки. Решите, с какой целью вы хотите приобрести фен-щетку, только для укладки или для сушки тоже. В первом случае вам будет достаточно стайлера с мощностью от 400 Вт, а во втором остановите свой выбор на приборах с мощностью от 1000 Вт. Однако обладательницам коротких стрижек даже для сушки подойдут модели с небольшой мощностью. В противном случае волосы будут высыхать слишком быстро, не давая укладке закрепиться. Желательно наличие нескольких режимов обдува: горячий для сушки, теплый для формирования прически, холодный для закрепления локонов.
Ведь высокая температура делает волосы эластичными и послушными, а струи холодного воздуха охлаждают волосы и фиксируют форму на длительное время. Также некоторые модели оснащены функцией ионизации, которая снимает статический заряд с волос. В результате они становятся блестящими и послушными. Решите, какие функции вам необходимы. В продаже есть фены-щетки с большим количеством насадок, предназначенные для укладки сухих и влажных волос. Некоторые модели оснащены вращающейся щеткой, которая ускоряет процесс обдува волос и позволяет уложить локон всего за несколько минут. Обладательницам коротких волос нужны фены с маленькой и тонкой щеткой. Она формирует изящные завитки спирали. Если вы предпочитаете придавать прядям объем и создавать волны, выбирайте модель с крупной щеткой брашингом. Планируете использовать только одну насадку? Тогда нет смысла переплачивать за целый набор. Выберите простую, но надежную модель с минимумом операций. Керамическое покрытие насадок нагревается более равномерно, чем металлическое. Кроме того, оно безопасно для волос. Щетки с натуральной щетиной предпочтительнее синтетических, так как их ворсинки более гибкие. Особо тонкие волосы лучше подсушивать феном, а уже потом укладывать щеткой. Если вы будете пользоваться прибором ежедневно, то включайте теплый воздух, а горячий оставляйте для экстренных случаев. Удачного выбора! А сейчас из жизни спорта. Многократная победительница этапов Кубка мира и олимпийская чемпионка Алла Цупер. Дорога побед от Нагана до Сочи. Сегодня в утреннем «Эспрессо» спортивный эксклюзив. О своем первом сальто, переходе в белорусскую сборную и даже о мистике. Прямо сейчас интервью со знаменитой спортсменкой. The athlete produced a solid jump, much to the delight of her fans. Я помню, где-то, наверное, лет 8 было, мы приезжали на соревнования в Могилев и ходили в гости к гимнастке Светлане Баитовой. Когда они приехали после Олимпиады, Сеул, по-моему, 88 год, заняли там призовые места, и мы пришли, у нас 3 человека, по-моему, было, 3 девочки, пришли с маленькими такими игрушками, она нам на игрушках расписалась. Желаю там вам больших побед. Может быть, в тот момент я хотела достичь ее результата и занять призовое место на Олимпийских играх, но тогда я еще занималась спортивной гимнастикой. Когда начала заниматься фристайлом уже, и первое свое сальто на лыжах я прыгала тогда на водном трамплине, я запомнила на всю жизнь, потому что я тогда еще на лыжах плохо стояла, не умела хорошо кататься на лыжах. И когда я поехала с трамплина и прыгнула это сальто, мне так страшно было, тогда у меня, наверное, ноги ватные были на тот момент. Запомнилось на всю жизнь это сальто. Наверное, больше сейчас звонков от журналистов, чем от друзей, потому что друзья знают, что у меня напряженный график, приходится там много давать интервью и стараются по возможности не беспокоить меня. Звонят там, редко сейчас. Приятно, когда идешь по улице, тебя останавливают и говорят: ой, вы, Алла Цупер, мы так болели за вас, мы так переживали, поздравляем, такая молодец. После Олимпиады в 98-м Нагана, когда я выступала за Украину и заняла там 5-е место, главный тренер сборной Украины сказал, что никакой перспективы от этих спортсменов не будет, и ничего дальше из них не получится. И тогда моему тренеру предложил Николай Иванович, говорит: попробуйте приехать к нам, у нас тем более нету из женщин никого, будете выступать за Беларусь. Недолго думая, я хотела заниматься фристайлом, мне это нравилось, мне нравилось прыгать и соревноваться. И мы взяли и переехали в Беларусь. Пусть теперь жалеют, что упустили таких спортсменов. Еще, наверное, может быть, летом мне снилось, что я заняла 2-е место на Олимпиаде. Я проснулась с таким хорошим чувством,
Была на Олимпиаде, заняла 2 место. А вообще, когда я звонила перед соревнованиями домой родителям, и с мамой разговаривала, говорю: мама, ну, верьте в меня, все у нас будет хорошо. Мама говорит: ну, я верю в тебя. Ну, а когда уже соревнования закончились, она говорит, что накануне видела сон, что я заняла призовое место. Ну, и я думаю, из-за этого она, ну, поверила, все поверили в меня, что я смогла это сделать, и так и получилось. Приехать, просто сделать свое дело, сделать свою программу, прыгнуть, которую я умею, и все. И как бы не старалась там думать ни о пьедестале, ни о медалях. Может быть, раньше на тех олимпиадах я там думала, ну, представляла себя, как я буду стоять там на пьедестале, как у меня будет висеть медаль на моей шее. Ну, как бы я старалась откинуть все эти мысли. Просто сделать прыжки и все. Вы знаете, как-то, наверное, на этой олимпиаде мне удача все-таки улыбнулась, потому что я зацепилась за финал, там буквально с 13 местом у меня было 0,03 разница. И так получилось, что в предварительных я первый и второй прыжок упала, ну и вот с трудом зацепилась за финал. И потом уже в финале, прыгая в финале, прыгнула первый прыжок, встала на ноги, потом второй прыжок, встала на ноги. И третий прыжок, который я прыгала 2-й раз в жизни на снег, я его тоже встала, и как бы удача была на моей стороне. Это просто ваш прыжок. Но это было уже давно прыгать. Ну, вот я попробовала его в Финляндии, как бы все пошло и поехало, закрутилось, и удача была со мной. Партнер прогноза погоды – компания «Санта-Бремор». И в завершении программы еще одна интересная информация из жизни театра. Думаю, вы неоднократно слышали слово «фиаско». Так вот, некогда итальянский комик Бианканелли решил разыграть перед публикой веселую пантомиму с большой бутылью в руке. Несложно догадаться, что трюк не удался, а фиаско, в переводе «бутыль», и стало синонимом неудачи. Это была программа «Утренний эспрессо». Меня зовут Вероника Тарасюк, и мы вам желаем, чтобы всевозможные фиаско обходили вас стороной. Приятного дня, а мы увидимся на телеканале «Беларусь-2».